4, 5, 6. Стас, поговори со мной. Мне тут грустно. Я тебя не слышу. А у тебя микрофон был выключен. Стас, скажи что-нибудь. Тебя довольно тихо слышно. Как-то тихо так и было, тихо. Раз, два, три, четыре, Странно, семь. странно. Добавить на этой штуке. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Погоди-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Что-то лайк, уровень и все. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 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 Раз, два, пять. Не, батарейка.
Включено. Плюс все правильно воткнул. Правильно воткнул. Да. Стас? Алло, алло. 3, 4, 5, 6, 7. Раз, два, три, 4, 5, 6. Стас, скажи что-нибудь. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Алло. Ну тебя тихо слышно все равно. Бррр. Непонятно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Может, кто-то ты могли микрофон взять? Ты сейчас громко говоришь? Нет, я нормально говорю, я тебе не слушаю, не надо. Сейчас подойду. Ну, не лучше. Вроде раньше с этим не было проблем. Включено. Пережите. Громкость. А, подожди. Там еще кто-то. Пусть что ты это там. Нет, ну как бы я могу, конечно, выдернуть. Если вот так вот выдернем. Сейчас на контрольно посмотрю. Так. Нет. Ну, в принципе, может, да. Нет, когда сюда настройки. Выключи. Нет, ты не туда лезешь. Ты сюда на стрелочку. Вот, аудио. Ну, раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Здравствуйте. Добрый день. Ну, давай попробуем. Так, скажи что-нибудь. Здравствуйте, как слышно меня? Добрый день, Жан Михайлович, Серега, Да. приветствую вас. Вы Добрый. меня Добрый. видите? Я первый раз Да. в этой теме, да? Видим, слышим. Да, слышим. Ну, достаточно было видеть. Слышать не обязательно. Спасибо большое. Да, спасибо. Стас? Ну, слышно, но тихо. Так, нас слышно хорошо? Да, вас хорошо очень слышно, Академия Рудумал. Рудомино, извините. Стас, включи, пожалуйста, микрофон тогда камеры. Да, микрофон 920. Стас? Да. Я переключаю, пока подожди. Ну вот сейчас лучше слышно. Ну, это я просто, получается, в этот в ноутбук говорю. Это не очень. Мы что, от него, что ли, тут берем? Нет, ну так, конечно, лучше, но их не будет слышно, если они отойдут. Так, подожди, сейчас попробую тогда притащить аудио. Посмотрим, может быть лучше.
сторону. Раз, раз. Почему он определяется? Что? Получается, один микрофон такой, один такой. Нет, 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 нет. Микрофон вот этот вот, только используешь. Вывод звука на телевизор. То ли он по давлению включается. Давай попробуем сделать тогда вот так вот. Это, конечно, будет не очень правильно. Отсюда мы его отключим. И сюда мы его подключим. Теперь переключаю звук на... Да, я переключил, а выключил сейчас. Да. Нет, это... Ну, в смысле, он Ну вот. по умолчанию все, я его включил. Я его могу использовать. А микрофоном я сейчас... Никак. Пока там люди собираются, я Раз, два, понимаю, три, моя четыре. миссия минимальна, просто поприветствовать о выставке, обо всем, дальше будете говорить вы. Нам между собой Договорились. надо. Поэтому вас слышно, если вы сейчас будете говорить, да. Здравствуйте, Павел Леонидович. Мы чуть-чуть задерживаемся, мы ждем самых главных студентов. Студенты, конечно, у нас ВИПы, поэтому они немножко задерживаются. А так уже народ прибывает, уже начинает тестировать технологию. Вы можете, да, Екатерина Леонидовна, директор, исполняющая обязанности директора библиотеки, очень хочет тоже с вами приветствовать. Да, Спрашиваю, на связи. спасибо вам большое. Роскошный зал, все хорошо видно. Рада, да, мы сами довольны. Вот. И, конечно, сейчас гораздо больше посетителей, и публика молодеет просто с каждым днем. Потому что почему-то не хочет молодежь идти в трухлявые старые кирпичные стены, им хочется увидеть и технику поновее, и библиотеку тоже. Такая тенденция. В принципе, это понять можно. Конечно, в итоге мы все стремимся к тому, чтобы было комфортно, уютно и светло. И красиво. Красиво, да. Да, буквально начнем с минуты на минуту. Гостей встречают внизу. Надеюсь, они уже снимают свои куртки, пальто, будут с нами скоро. Спасибо большое. Да, раз. Потому что это У тебя сейчас 920 включен? Переключи, пожалуйста, на экстернал. Очень много шума постороннего. хорошо. С нами на связи Москва. Минуту на каждом слайде. Я скорее буду говорить с самого начала. Так, раз, два, три, четыре. Ваня, как слышно меня? Слушай, достаточно хорошо. Теперь хорошо меня слышно? Да. Давай тогда перевешиваем микрофон на
Хорошо слышно, да. Как закрепиться мне? А, вот так, да? Складочку. А я прям сюда. Ой, он такой тугой. Так? Ой, помогите. Так, да? Ну, очень легкий. Тогда, так? Так даже можно. Так слышно, да? Меня слышно? Нет? Да? Слышно. Все замечательно. Уважаемые коллеги, а меня слышно? Слышно, хорошо. Спасибо. Уважаемые гости, мы начинаем. Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать сегодня в Национальной библиотеке Республики Коми, в нашей обновленной, нашей красивой библиотеке и светлой библиотеке на открытии замечательной выставки «Флоренция в мире и мир во Флоренции». И сегодня мы предоставляем слово Екатерине Леонидовне Данщиковой, исполняющей обязанности директора Национальной библиотеки Республики Коми. Екатерина Леонидовна, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я там махаю, чтобы определиться. Ага. Я полуоборотом буду и туда, и сюда говорить. Добрый день, друзья. Сегодня мы очень рады, что снова участвуем в партнерском проекте с библиотекой иностранной литературы. Мы благодарим коллег библиотеки иностранной литературы и лично Павла Леонидовича за ваш теплый прием, за ваше гостеприимство и содействие всем нашим совместным начинаниям. И в прошлом году, летом прошлого года, вы это доказали, когда мы были у вас на площадке, работали вместе и почувствовали себя единой командой. Сегодня мы открываем выставку «Флоренция в мире и мир во Флоренции». Концепция этой выставки нам близка. Это диалог культур, культурный туризм, и он очень важен для объединения народов и единения. Естественно, богатую книжную культуру нашей республики Коми, мы представим летом этого года, опять же, на площадке наших партнеров библиотеки иностранной литературы в Москве. Что касается выставки «Флоренция», значит, не надо всем объяснять, что это достаточно широкого спектра тема. Это эпоха Возрождения. Она очень всеобъемлющая, и многие участники, здесь присутствующие в том числе, знают, что эпоха Возрождения – это, несомненно, имена знаменитые на весь мир. Микеланджело, Тициан, Боттичелли, Макиавелли, в общем, Рафаэль и многие другие, всех не перечислишь. Это эра, это эра открытия искусства, которое было обращено, новое направление искусства, которое обратило человека, гуманизм, ставило во главу угла. И надо сказать, что эпоха Возрождения – это точка отсчета европейского искусства. Я уверена, что сегодня этой выставкой воспользуются читатели нашей библиотеки, несомненно. Она вдохновит их на создание каких-то идей, может быть, поставит цель перед нашими читателями, как надо представлять свой регион на подобных выставках, подобных коллаборациях и проектах. Спасибо. Меня слышно? Слышно вас, Екатерина Леонидовна, спасибо большое. А сейчас я передаю слово, приветственное слово для коллег из библиотеки иностранной литературы в городе Москве, которые зачитают приветственное слово генерального секретаря фонда Ромуальдо дель Бьянко, город Флоренция, Симоне Джиометти. Ага, вас не слышно. Добрый день.
Уважаемые почетные гости, дорогие коллеги, позвольте мне зачитать приветственное слово генерального секретаря фонда Румуальдо Дель Бьянко, Флоренция, Италия, Симоне Джиаметри на языке оригинала. I'm sending this statement by the Romualdo Del Bianco Foundation on the occasion of the opening of the exhibition Florence in the World at the National Library of the Comi Republic. Направляю это заявление фонда Ромуальдо Дель Бьянко по случаю открытия выставки «Флоренция в мире» в Национальной библиотеке Республики Коми. The foundation thanks the Erdomino Library and Academy and its former director Ekaterina Genieva, who was one of the key persons for the development of the foundation's network in Russian Federation in the field of humanistic disciplines. Фонд благодарит библиотеку и Академию Всероссийской библиотеки иностранной литературы Рудомино и ее бывшего директора Екатерину Юрьевну Гениеву, которая была одной из ключевых фигур по развитию сети фонда в Российской Федерации в области гуманитарных дисциплин. The Renaissance courtyard at Palazzo Copini in Florence, the headquarters of the foundation, is dedicated to Ekaterina Genieva. Besides, always in the headquarters of the foundation, a meeting room was dedicated to the memory of Alexei Komi, former director of the State Institute of Arts in Moscow, as well as many other Russian friends are remembered with a bronze flag for the active participation in our initiatives aimed to meeting knowledge and development of friendship between people. Ренессансный дворик дворца Палаццо Капини во Флоренции, где располагается штаб-квартира фонда, носит имя Екатерины Юрьевны Гениевой. Более того, в штаб-квартире фонда есть конференц-зал, посвященный памяти Алексея Ильича Камеча, бывшего директора Государственного института искусствознания в Москве. И многие другие российские друзья отмечены мемориальной бронзовой доской за активную деятельность и участие в наших инициативах, направленных на знакомство, сближение и развитие дружбы народов. With the current General Director of Rudolphino Library, Pavel Leonidovich Kuzmin, we have developed excellent initiatives and we are grateful to him, and we have continued to develop a network of relationships and initiatives with the libraries connected to Rudolphino Library. The partnerships with the Rudolphino Library have always been intense and the collaboration always active and creative. Совместно с нынешним генеральным директором библиотеки Рудомино Павлом Леонидовичем Кузьминым мы разработали замечательные инициативы и благодарны ему за это. Мы продолжаем развивать сеть отношений и инициатив с библиотеками, связанными с библиотекой Рудомино. Партнерское взаимодействие с Российской библиотекой иностранной литературы всегда было интенсивным, а сотрудничество активным и творческим. Time ago, thanks to the Rudolphino Library, we have initiated this new contact with the National Library of the Comi Republic for the inauguration of the photographic exhibition Florence in the World, an exhibition that represents an experience and interpretation and communication of the territory with its characteristics, its knowledge, and its personality. We are pleased that the National Library of the Comi Republic has shared this initiative and gave a dynamic collaboration up to the preparation of the exhibition. Не так давно, благодаря библиотеке Рудомино, мы инициировали новый контакт и познакомились с Национальной библиотекой Республики Коми для открытия фотовыставки «Флоренция в мире». Выставка представляет собой опыт интерпретации и коммуникации территории с ее особенностями, знаниями и индивидуальностью. Мы рады, что Национальная библиотека Республики Коми поддержала эту инициативу и активно работала с нами для подготовки выставки. We are pleased that exhibition opens today on Friday, April 8, 2022. We hope that our relationship with the Rudolphino Library and Academy and the National Library of the Comi Republic and the relationship with our extensive network of collaborations in Russian Federation will be reactivated as soon as possible. Simone Giametti, Secretary General, Romualdo Del Bianco Foundation, Florence.
Надеемся, что наши отношения с библиотекой и Академией Рудомино, Национальной библиотекой Республики Коми, как и взаимосвязи с нашей обширной сетью партнерств в Российской Федерации будут возобновлены. Симоне Помогите мне. Giametti. Симоне Джаменти, фонд Рамуальдо дель Бьянко, Флоренция. Спасибо большое, за внимание. уважаемые коллеги. А сейчас мы предоставляем приветственное слово Павлу Леонидовичу Кузьмину, генеральному директору Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени Рудомино. Дорогие друзья, рад вас видеть в этом прекрасном зале, приветствовать вас из Москвы. Очень рады, хотел, кстати, представить вам коллег, которые обозначены у вас на экране Академии Рудомино. Это одно из наших ключевых подразделений библиотеки иностранной литературы, которое занимается изучением иностранных языков. И когда Сергей Пономарев начал говорить о том, что он будет читать письмо на языке оригинала, я, честно говоря, подумал, что он будет читать по-итальянски. Он решил, что в Италии теперь оригинальным языком является английский. Ну, это так, оговорка. Дорогие друзья, хотел также представить Жанну Михайловну Клышко, которая тоже является директором Академии Рудомино, который продвигает все те программы по образованию разного уровня и по языкам, и по специальным профессиональным программам повышения квалификации. Я хотел поприветствовать исполняющую обязанности директора Екатерину Леонидовну, потому что мы очень активно взаимодействовали с Алексеем Анатольевичем, который после такого взаимодействия пошел на серьезное повышение. Для нас это большое счастье, потому что я считаю, что это очень заслуженный человек, который имеет огромный потенциал работы на благо читателей. То, что он сделал, находясь на посту директора библиотеки, его активность и его поддержка проектов, взаимодействие с библиотекой иностранной литературы, с другими федеральными библиотеками говорит о серьезной вовлеченности и желании не только показать вам культуру и искусство зарубежных стран, а предоставить возможность вашему прекрасному региону показать себя миру. И вот эта выставка «Флоренция», которая открыта у вас, это один из элементов того, как мы хотим показать наши чудесные, прекрасные регионы в мировом пространстве. Потому что, показывая Флоренцию, показывая Италию или другие страны у нас в регионе, мы одновременно договариваемся с нашими партнерами за рубежом, что со своей стороны мы покажем вам самое лучшее, то, что есть в наших регионах. И таким образом, в эти наши довольно сложные сейчас времена, мы ни в коей мере не должны и не собираемся ослабевать то культурное взаимодействие, которое должно выстраиваться на уровне человек-человек. Потому что библиотеки, они должны помогать вам, вот прекрасным студентам, которые находятся в вашем зале. Они просто должны помогать молодому поколению знакомиться, радоваться тому, что у них есть такая возможность, и делиться максимально всеми своими знаниями и возможностями, и рассказывать о себе на мировой площадке на прекрасных иностранных языках, да и на русском, потому что русский язык тоже должен быть один из главных языков, которые в зарубежных странах должны все-таки хотеть изучать. Спасибо вам большое. Я очень рад, что путешествие этой выставки продолжается по регионам России. И очень уверен, что впечатление от этой выставки, пускай она не такая массовая, но она даст определенный задел для дальнейших мыслительных процессов. Самое главное, чтобы мы думали, анализировали и получали, и делились светлыми эмоциями. Спасибо вам большое. Всех вам благ, удачи. Ну, и с весной, наверное, в какой-то степени. Спасибо большое.
Спасибо за такие теплые слова, Павел Леонидович. Надеюсь, у нас все получится, и выставка действительно будет иметь большой успех. А сейчас я передаю наш виртуальный микрофон и приветственное слово, а также мы послушаем небольшой рассказ об идее этой выставки Жанне Михайловне Клышко, директору Академии Рудомино Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы из города Москва. Жанна Михайловна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте, дорогие друзья. Я поделюсь экраном сейчас, для того, чтобы было удобнее. Видно ли мою презентацию? Да, видно Если хорошо. вы у себя выключите звук, то, наверное, не будет дублирования звука в зале. Да, спасибо. Итак, межкультурная коммуникация. Что же это такое сегодня? И с чего начиналось сотрудничество с фондом Ромуальда дель Бьянко, нашей библиотеки и библиотек регионов? В том плане, что мы не только одно учреждение культуры, которое в этом году празднует свое столетие, и буквально вот 2 апреля мы отметили столетие с того дня, как библиотека открыла свои двери для читателей, но мы и федеральное учреждение, которое хочет вовлекать в нашу деятельность и в международные проекты региональные библиотеки, такие как научная библиотека Республики Коми. Когда-то в 50-е годы основательница библиотеки Маргарита Ивановна Рудомино сказала, что первой задачей библиотеки было внести мировую культуру в сознание людей. Эта же задача осталась и сейчас, уже на другом витке общественного сознания. Ведь учиться надо всегда, и мировая культура развивается, к ней должны приобщаться наши сограждане. Вот длинная, как любил говорить Блок, идея деятельности нашей библиотеки. Я хочу вам показать документ, который был подписан в 2007 году. Это своего рода договор о сотрудничестве между библиотекой иностранной литературы и фондом Ромуальда дель Бьянко. Его подписал Паоло дель Бьянко, президент фонда Ромуальда дель Бьянко, и Екатерина Юрьевна Генева, на тот момент директор библиотеки иностранной литературы. То есть нашему сотрудничеству уже более 15 лет. Немножечко из истории. В апреле 2014 года библиотека иностранной литературы как партнер фонда Ромуальда дель Бьянко подписала декларацию о намерениях, которую позднее фонд Ромуальда дель Бьянко представил генеральному директору ЮНЕСКО Ирине Боковой. В декларации был представлен некоммерческий культурный портал Life Beyond Tourism. То есть идея того, что мы сейчас с вами творим, того, свидетелем чего мы с вами являемся, путешествие для культурного диалога. Эта идея началась именно тогда, в 2014 году, и у истоков тоже стояла библиотека иностранной литературы. 16 июня 2016 года во Флоренции состоялась торжественная церемония присвоения внутреннему дворику Палаццо Капини, это штаб-квартира фонда Ромуальда дель Бьянко, имени Екатерины Юрьевны Геневой. То есть наша дружба становилась теснее, и наши взаимоотношения становились все более и более плодотворными. 30 ноября 2021 года, в прошлом году, библиотека иностранной литературы явилась свидетелем ответного шага со стороны итальянской. Фонд Ромуальда дель Бьянко при поддержке Министерства культуры, наследия и туризма Италии передал в дар России Федеральному учреждению культуры библиотеки иностранной литературы бюст великого итальянского поэта Данте Алигьери. Так, в 2021 году исполнилось 700 лет со дня смерти Данте, и этот дар был особенно символичен. Когда вы приедете к нам в библиотеку, а я не сомневаюсь, что вы обязательно это сделаете, мы вас приглашаем сюда, вы обязательно увидите этот бюст и сможете насладиться нашей коллекцией итальянской литературы, нашим фондом. Итак, как же развивались дальше наши идеи? И вот тот проект, который сейчас вы видите у себя в зале красивом.
Florence in the World, выставка. Она стала у нас передвижной. В 2021 году иностранка приняла участие в этом международном проекте институционных членов фонда Ромуальда дель Бьянко. Я должна здесь сказать, что любая библиотека, любой университет России может стать членом этого фонда. Проект назывался «Возвращение к жизни. Оживление мест post-COVID-19». Первым этапом этого, собственно, проекта и является выставка Florence in the World. Итак, 30.11.2021 года библиотека иностранной литературы в Москве открывает эту выставку. 21 января 2022 года Новосибирская государственная областная научная библиотека. И вот 8 апреля мы поздравляем Республику Коми с тем, что выставка открывается в стенах вашей национальной библиотеки. Цель проекта в том, чтобы привлекать молодых людей по всему миру к продвижению, интерпретации и презентации форм культурного самовыражения с точки зрения конкретного наследия в каждом отдельном регионе. Не нужно думать, что мы просто сейчас рекламируем Флоренцию и только Италию. Нужно смотреть на этот проект как на двустороннее сотрудничество. Life Beyond Tourism. Жизнь за пределами туризма. И в центре внимания этого проекта диалог между культурами. Не в одну сторону информирование нашего населения о том, какая замечательная Флоренция и Италия, а в обе стороны, точнее даже говоря, с Италии, из Флоренции к нам, а от нас путь ко всему миру открывает нам фонд Ромуальда дель Бьянко. Потому что Florence in the World – это только первый этап. Второй и важный этап – это World in Florence, мир во Флоренции. То есть у каждого региона мира есть шанс направить свою фотовыставку, свой рассказ о своем культурном наследии на международный фестиваль. Florence in the World, World in Florence – международное мероприятие, посвященное культуре мира. Оно для участников открывает сейчас 5-летнюю программу. То есть вот наши 3 библиотеки открыли в 2021-2022 году 5-летнюю программу международных мероприятий по повышению осведомленности о различных местах мира посредством культурного повествования. Как бы ни развивались сейчас события, а мы, конечно, верим в лучшее и в то, что правда восторжествует, и у нас будет шанс восстановить свою репутацию, восстановить правду, восстановить отношения, взаимоотношения с другими странами. Но начинаем мы свой проект конкурсом «Нити культуры 2022». То есть какой следующий шаг, какой у нас сейчас трамплин? Смотрите, «Нити культуры» – это конкурс, который я сегодня впервые громко заявляю на всю страну, благодаря вам. Конкурс, который иностранка будет проводить в рамках проекта, поддержанного Министерством культуры Российской Федерации «Мировая билингвальная библиотека современной литературы». Конкурс будет проводиться у нас по номинациям, в которых вы сможете сделать свою выставку. То есть вы сейчас сможете посмотреть Флоренцию в разных ее проявлениях, в разных направлениях развития этого города и сможете представить свой город, например, Сыктывкар, в той степени, в которой и в той номинации, в которой вам кажется, он наиболее интересен людям, которые со всего мира готовы будут приехать в Сыктывкар для того, чтобы это увидеть воочию. Итак, номинации «Города и поселки», гастрономические деликатесы, культурные достопримечательности, обычаи и традиции, местные праздники, личности, язык и литература, природа, учреждения. Это могут быть учреждения культуры, университеты, музеи и так далее, ремесла и промыслы. Этот проект ждет своих участников. Вообще, сам большой проект «Мировая билингвальная библиотека современной литературы», он зародился, в общем-то, достаточно давно, и библиотека иностранной литературы создавала билингвальные книги для того, чтобы помогать людям понять друг друга, потому что когда мы читаем книги другого народа, другой страны, мы понимаем эту страну
изнутри. Мы понимаем и смотрим на эту страну глазами местных жителей. Именно это в рамках конкурса «Нити культуры» вы сможете предложить любым иностранным гражданам или всем гражданам России, потому что ведь далеко не все граждане России знают каждый регион, каждую точку России. Далеко не всегда мы понимаем, что вот этот город для меня не просто точка на карте, он что-то для меня значит, он много значит для тех людей, которые живут в этом регионе. Книги билингвы несут такую же функцию, и в нашем проекте «Билингвальная литература» будет несколько конкурсов, но «Нити культуры» становятся вот первым и знаковым именно для тех людей, которые станут послами культуры, которые будут понимать, что такое мягкая дипломатия, что такое способ достучаться до наших оппонентов, до другой стороны и сделать ее более дружественной по отношению к нам. Билингвальных книг у нас много, но не так много издается билингвальных книг молодых авторов. Если в вашем регионе есть молодые авторы, которые бы готовы были участвовать в таком проекте, юные переводчики, например, то, собственно, этот проект как раз для вас. Цель проекта – создать развивающуюся информационно-экспертную среду, позволяющую поддержать молодое поколение как будущих активных специалистов творческих, креативных индустрий, связанных со словом, книгой, литературой и как послов культуры, представляющих многообразную современную Россию на региональном, национальном и, мы будем верить, международном уровнях. У иностранки уникальный вековой опыт работы в сфере межкультурных коммуникаций. И мы, конечно, считаем сейчас важной задачей развитие молодого поколения будущих авторов, литературных переводчиков, редакторов, деятелей культуры и дипломатов в широком, самом высоком смысле слова, поддержку мира между народами и развитие гуманитарного сотрудничества. Академия Родомино, директором которой я являюсь, это лицензированное образовательное подразделение библиотеки иностранной литературы. И у Академии очень благородные цели – сохранение российской культуры, традиционных ценностей в интересах национальной безопасности, укрепление единства нации, политической и социальной стабильности. Я думаю, у вашей библиотеки цель ровно такая же, согласитесь. Создание условий, способствующих разностороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и творческому развитию человека. Мы хотим обеспечить защиту приоритетов государства и интересов граждан в информационной сфере, предоставление информации и услуг, способствующих поддержанию высокого культурного и образовательного уровня граждан Российской Федерации, а также создать условия для самообразования людей, в том числе для изучения ими иностранных языков и гуманитарных наук. В рамках конкурса «Нити культуры» мы выявляем одаренных и мотивированных подростков и молодых людей в сфере гуманитарных наук при помощи конкурсного отбора. Мы попробовали провести такой конкурс, и первым, собственно, был этап «Нити культуры 2021», когда это был конкурс эссе о знаменитых памятниках. И ребята Москвы, Московской области, Новосибирской области писали эссе о тех местах в своем регионе, в своей местности, которые могут прославить это место, дать понимание, почему людям нужно обязательно туда приехать, почему мы гордимся своей родиной. И, как говорил Вяземский, я хочу, чтобы молодые люди любили Россию и чтобы понимали, за что. Я здесь решила показать вам те памятники, которые стали победителями, те объекты культуры. В рамках нового этапа «Нити культуры 2022» это будет уже не только один памятник, это может быть целая местность. Местность, в которой вы живете, которую вы хотите прославить, которую вы хотите показать как послы культуры своей Родины. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Жанна Михайловна, за такой
развернутый рассказ о вашей деятельности, о замечательном проекте. Я надеюсь, что мы все загорелись и очень хотим поучаствовать в нем непременно. Спасибо, уважаемые коллеги. Спасибо большое, Павел Леонидович, за эту встречу, за возможность встретиться с вами онлайн, за возможность посмотреть эту выставку офлайн. Назовите, кто это, нет. Джорджо Капрони, поэт 20 века. Май. Под майским небом долгие вечера, и пахнет сеном лунный свет, в котором веселье разлилось далеким хором трактирных бдений, и на смех щедра пора влюбленных парочек, пора сияющей весны, под чьим напором открыты двери и душа простором. О, месяц май, зеленый ворс ковра, трава лугов под ветерком лоснится теплом, и мягкий свет разлит окрест, и новой радостью сияют лица, согретый взор застенчивый и жест надеждою, что, обещая сбыться, волнением будоражит кровь невест. Вот такие стихи. А сейчас вы можете достать свои смартфоны, потому что мы будем знакомиться с выставкой. Здесь 14 триптиков, 14 плакатов, каждый из них, как видите, разделен на 3 фотографии. И в каждом из этих плакатов есть дополнительная информация, которую вы получите при помощи технологии NFC. Как это работает? Посмотрите у себя в настройках, вы найдете там пометочку из 3 букв NFC. Это New Field Communication, то есть коммуникация ближнего поля. И когда вы подносите свой телефон к нижнему правому углу, где стоит значок, как вы видите, значок телефона и Wi-Fi, вам откроется целых 4 раздела. Первый раздел – это исторические факты и самые известные великие флорентийцы. Второй раздел – что покушать. Он самый замечательный. Например, в первом плакате вы узнаете, что такое соус Дольче Форте, шоколадный соус, с которым едят, например, мясо. Очень удивительное флорентийское изобретение. В то время, когда завезли шоколад из Америки, вот было изобретено такое блюдо. Также вы узнаете о достопримечательностях. Следующий раздел каждого плаката – это «Что посмотреть?». Конечно, в первую очередь галерея Уффици. И здесь представлены альбомы, в которых вы узнаете художников, которые тоже представлены в галерее Уффици. Знаете ли вы, что такое Уффици, что обозначает это слово? Можете ли вы догадаться, на что похоже, на какое русское слово? Уффичи – это офисы. Фактически это здание было заказано для административных, всевозможных правительственных кабинетов или судебных кабинетов. А теперь это огромный музейный комплекс, один из старейших в Европе. Все это тоже будет в наших плакатах. А еще следующий раздел – это уже пословицы, удивительные какие-то совершенно разговорные, древние выражения, которые тоже используются во Флоренции. Вот это следующий раздел. И, кроме того, в каждом плакате можно посмотреть технические характеристики фотографий, на какой фотоаппарат это сделано и так далее. То есть для тех, кто разбирается в фотоискусстве.
И мы подготовили для вас интерактивное задание. Вы можете потом присоединиться к нам возле этого телевизора, когда попробуете и походите с вашими смартфонами вдоль плакатов. Совершенно не важно, с какого плаката вы начнете, поскольку эта информация, она представлена такой мозаикой, очень разнообразной. То есть, если вы хотите узнать о колыбели Ренессанса, о великом герцогстве Тосканском и Флорентийской республике, которая потом стала столицей, Флоренция стала столицей области Тоскана, то у вас есть шанс буквально за несколько минут получить бездну знаний об этом. А потом проверим, как вы владеете, насколько вы знаете великие имена, достижения ренессансной культуры. Прошу вас. Можете... Не стесняйтесь, мы вам поможем, поскольку у вас есть возможность попрактиковать свой английский язык, плакаты на английском. Ничего не надо включать. И попробуйте, поиграйте с этой технологией, а заодно подумайте, как бы вы представили наш северный регион в аналогичной выставке. Вот, наверное, что использовать. В настройках надо искать. У вас получилось так, подходите, к каждому можете подойти плакату и посмотреть. NFC. А у вас должна быть уже подключена, значит, эта функция. Ну-ка, уйдите. Просто откройте интерфейс, первую страничку. Вот. Теперь вы подносите свой телефон, и у вас автоматически открывается браузер, где вы можете посмотреть, да, вот в этом плакате, какие исторические фигуры представлены. Джотто, например, да, или Капелло, Бьянка Капелло. Это да? что за запрос? Разрешить. Разрешить ли... А разрешить вот это или вот это? Я просто немецкий учу.